Таджикистан – это место, где бьется сердце Центральной Азии. Здесь пересеклись артерии Великого Шелкового пути. Таджикистан – аграрно-индустриальная страна, имеет большой гидроэнергетический потенциал, крупные залежи минеральных ресурсов и большой промышленный потенциал. А близость крупных потребительских рынков России, Казахстана, Китая, Афганистана и Пакистана делает этот бизнес весьма привлекательным. Создание свободных экономических зон входит в программу инновационного развития Таджикистана. Ведь современный бизнес трудно представить без таких зон. По оценкам специалистов, 30% мирового товарооборота проходит через СЭС. В стране уже действует 4 СЭС. Стоимость аренды земельного участка, согласно положению СЭС, составляет $1 за 1 квадратный метр в год. Хатлонская область – это гостеприимный и плодородный край Таджикистана, сочетающий в себе традиции и культуру древнего народа, первозданную природу и современные технологии. Инфраструктура Хатлона – это развитая сеть автомагистралей, железнодорожных и авиапутей. Развита легкая, пищевая, химическая, электротехническая и металлообрабатывающие отрасли промышленности. Главные реки Пяндж, Вахш и несколько водохранилищ обладают неисчерпаемыми запасами гидроэнергетических ресурсов. А природно-климатические условия области, где много солнца, воды, а также плодородных долин, позволяют выращивать до 3 раз в год овощи и фрукты. В Хатлонской области представлены 2 свободные экономические зоны – Донгара и Пяндж. СЭС Донгара – еще одна из развитых экономических зон в республике. Ее территория 521,3 гектара. Наиболее перспективным предприятием, строящимся на территории этой СЭС, является китайская компания по добыче и переработке нефти. Проектная мощность предприятия в год будет составлять 1,2 миллиона тонн. Еще один крупный субъект СЭС Донгара – предприятие по изготовлению металлоконструкций с мощностью до 1 миллиона тонн металла. Также строятся заводы по производству пластика и пластиковых труб, завод по переработке и фасовке сухофруктов и другое. Свободно-экономические зоны Таджикистана – это территория, где можно строить успешный бизнес. Они не только привлекают инвесторов, но и открывают перед ними новые возможности. Территория СЭС Пяндж 401,6 гектара, где один сектор с территорией в 186 гектаров состоит торговли, импорта, экспорта, финансов и инноваций, а второй с территорией 215,6 гектара относится к промышленному сектору. СЭС Пяндж обладает большими сырьевыми ресурсами, таких как кварцевый песок, хлопок-сырец, который может поставляться из 4 больших районов, расположенных в радиусе 50 километров от СЭС, а также продукцией сельского хозяйства. Здесь хорошо налажена инфраструктура, таможенный контроль, водоснабжение и электроснабжение. В данный момент заключены контракты с корейскими компаниями по производству зубной щетки и заводом по производству обуви. По выгодному географическому расположению Сагдийская область является северными торговыми воротами Таджикистана и слывет жемчужиной Ферганской долины. Свободная экономическая зона Сухт была создана в 2009 году. СЭС расположена в юго-западной промышленной части Худжанта. Общая площадь 320 гектаров. Действующие в СЭС субъекты занимаются производством электрических кабелей, полимерных труб, алюминиевых и ПВХ профилей, строительных материалов и лакокрасочных изделий, пластиковой тары, сборкой и установкой солнечных гелиоколлекторов и глубинных насосов, а также вторичной переработкой металлов. Запускаются предприятия по производству энергосберегающих ламп, мебели и другого. СЭС Сухт представляет собой выгодную площадку для тех предприятий, которые работают на экспорт. Горно-Бадахшанская автономная область Республики Таджикистан расположена в ее восточной части. Эта земля богата неповторимыми по красоте ландшафтами, наличием горных пород, лечебными источниками с водой, насыщенной полезными минералами. СЭС Ишкашим существует с 2011 года. Территория составляет 200 гектаров. Область на севере граничит с Кыргызстаном, на востоке с Китаем, а на юге и западе с Афганистаном. Продвижение и реализация природно-рекреационных ресурсов на мировых рынках туристических услуг обеспечит поток иностранных туристов в Таджикистан. Наличие в области многочисленных горных рек и богатейших водных ресурсов является основой для развития гидроэнергетики, строительства крупных ГЭС и развития малой гидроэнергетики.
Все зоны страны работают по специальной налоговой программе. Во всех свободно-экономических зонах налог на прибыль, налог на пользователей автодорог, НДС, налог с продаж хлопка и первичного алюминия, налог на природные ресурсы, акцизы, налоги на транспортные средства и на недвижимое имущество, таможенные пошлины на вывоз произведенной в СЭС продукции на экспорт равны 0%. Из 10 налогов, предусмотренных налоговым кодексом страны, субъекты СЭС оплачивают только 2. Социальный налог 25% оплачивается с фонда оплаты труда. Подоходный налог от 8 до 13% удерживается с заработной платы сотрудника. Гарантия защиты прав инвесторов и преференции. Равные права отечественных и иностранных инвесторов. Правовая защита инвесторов. Гарантия невмешательства правительства в бизнес. Право на перемещение доходов за границу. Беспрепятственное перемещение имущества и информации. Защита интеллектуальной собственности. Право на использование природных ресурсов. Чтобы получить статус субъекта СЭС, необходимо зарегистрировать юридическое лицо в налоговой инспекции, подготовить бизнес-план и необходимые документы, защитить инвестиционный проект в комиссии при Министерстве экономического развития и торговли, заключить договор с администрацией СЭС, получить сертификат. Стоимость свидетельства на любые виды деятельности, независимо от их объема производства и товарооборота, составляет $5000 США единовременно. Таджикистан – это место, где стабильная социально-политическая обстановка, выгодное геополитическое расположение и богатые земельные ресурсы способствуют качественному улучшению развития бизнеса. Ведь здесь созданы все условия для процветания. Инвестируйте в свободные экономические зоны Таджикистана. Свободные экономические зоны Республики Таджикистан – зоны стабильных инвестиций.